Исәнмесез, кадерле дуслар. Бүген без бәлеш пешерәбез һәм татарча сөйләшәбез. Татарский пирог зур бәлеш – выпечка, достойная самых восторженных эпитетов. Конечно же, его можно подать к чаю, но, честно говоря, блюдо настолько сытное, что вполне может заменить полноценный ужин или обед. Как правильно готовить зур бәлеш и как его есть, сегодня я расскажу вам и покажу. Biz инде камырны ясап куйдык һәм хәзер без төп эшкә күчәбез. Ул бәлешнең эшен ясау. Сыер итен һәм бәрәнгәне кечкенә шакмакларга турыйбыз. Лук по-татарски – это суган. Можно сюда поставить очень лиричную песню. Так. Мое самое любимое занятие – это лепить красивые узоры на пироге, который мы приготовим. Поэтому мы отделили маленький шарик для того, чтобы сделать крышку для нашего бәлеша. Сейчас мы готовим тесто к раскатке, посыпаем его мукой, чтобы оно не прилипало ни к нашему столу, ни к нашим рукам. Не забываем о том, что нам нужно добавить еще соль и перец. Не забываем, потому что я чуть не забыла. Специи с нашей начинкой. И сейчас будем выкладывать в пирог. И, кстати, нужно не забыть выставить наш духовой шкаф на 180 градусов, для того, чтобы он уже нагрелся, и мы смогли поместить туда наш зур бәлеш. Так, ну что, наша начинка готова. Сейчас мы аккуратно и равномерно выкладываем ее в наше тесто.
Еще я хотела рассказать о том, что для беляша мы используем масло кхи. Я думаю, что многие, кто следит за своим питанием, знакомы с маслом кхи, о том, что оно самое вкусное и самое полезное. Так я уже говорила о том, что мое самое любимое занятие – это делать узорчики на беляше. Сейчас мы делаем крышку. Сейчас мы ее раскатаем и покажем вам мою импровизацию с тестом. Самое важное, о чем мы не должны забыть, это сделать отверстие в середине нашего пирога, для того, чтобы он не деформировался, когда мы его поместим в духовой шкаф. И еще мы с вами добавим говяжий бульон, который мы тоже заранее приготовили. Ну что, мы не оставим наш беляш без узоров, которые я придумала. Сейчас мы вырежем лепесточек. А для того, чтобы корочка нашего пирога была красивой, золотистой и самой хрустящей, мы смазываем верхушку желтком. Barısıda ezer belişni matурлыйбыз һәм пешерергә куябыз. Без булдырабыз. Самая любимая песня моих слушателей за последнее время – это «Ландышлар», поэтому будет грустно, если я не спою ее, наверное, в эфире. Ну что, мы переходим к следующему этапу. Наш пирог почти готов, и сейчас мы будем заливать в него бульон. И снова отправляем наш пирог на 10-15 минут доготавливаться. Ну что, мы уже заждались наш пирог, и он уже готов. Сейчас мы будем пробовать и показывать вам, как правильно кушать татарский зур беляш.
Ну что, вот и готов наш с вами первый татарский зур-белеш. Сейчас мы будем его пробовать. И вы тоже обязательно попробуйте приготовить. Я думаю, что всем вам очень понравится. А нам приятного аппетита. Тәмле булсын.